Когда они увидят этот памятник и то, что мы не забываем своих братьев, которые погибли в той страшной войне. В республике продолжаются рейдовые мероприятия ГИБДД совместно с силовыми подразделениями МВД на дорогах столицы. Примечательно, что рейды по изъятию тонировки, превышающей нормы, стали приносить и новые результаты уже совсем по другим статьям. Подробнее об этом Элина Дадаева. На всех въездах в столицу республики специализированные роты УГИБДД тщательно следят за порядком дорожного движения. Одним только личным составом спецроты за первую половину этого дня выявлено свыше 500 участников дорожного движения, нарушающих госстандарт тонировки стекол. Проведение именно таких мероприятий позволило сотрудникам выявить и ряд других нарушений. Таким образом, была задержана автомашина, которая находилась в федеральном розыске с 2008 года. Личный состав спецроты занимается обеспечением правопорядка и безопасности дорожного движения по городу Грозному и по Чеченской Республике в целом. Автомашина ВАЗ-21-124. В народе называется хэтчбек машина. Инициатор Кабарда. С подложными номерами машина была задержана и передана она в Грозненский РОВД. Возбуждено дело, ведутся следственные мероприятия по отношению к этой машине. А эта машина марки «Газель» была задержана сотрудниками ГАИ в Черноречье. Автомобиль, груженный ящиками, направлялся в город. При проверке оказалось, что больше половины товара в кузове – алкогольная продукция, тщательно замаскированная продуктами питания. ГАИ сотрудники, Дополнительно к применяемым мерам по соблюдению безопасности на дорогах столицы проходит очередная акция ГИБДД. Машина старшего госинспектора разъезжает по городу, а его голос из рупора призывает участников дорожного движения быть хотя бы чуточку внимательней. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасного поведения, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга, будьте культурными, дисциплинированными на улицах и дорогах республики. Элина Дадаева, Асхаб Зайнулаев, Жамалель Хаджалиев. Новости. Глава Гудермесского района Вахан Асуханов совершил инспекционную поездку по социальным объектам, в ходе которой один за другим он посетил все строящиеся и уже готовые объекты. Увиденным, судя по всему, он остался доволен. Также было принято решение о строительстве нового спортзала. Сегодня в информационном агентстве «Грозный информ» прошла пресс-конференция управляющего отделением Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохмада Миахмаду. Он рассказал журналистам о работе своего ведомства и ответил на их вопросы. Наиболее волнующая тема – коррупция. Управляющий отметил, что за годы его правления некоторые факты получения взяток были, однако с ними идет жесткая борьба. За последние 3 года в Пенсионном фонде по Чеченской Республике были уволены более 100 человек. Также все социальные программы реализуются, и главное, удалось наладить систему пенсионных выплат. В течение этих 3 лет коллективное отделение проводился очень огромный объем работы в плане повышения уровня квалификации или знаний наших сотрудников, также само отношение к своей работе. Но не скрою, что были факты, нелегко было наладить ту работу, которую мы выполняем на том уровне, который мы сегодня осуществляем. То есть мы по всей России занимаем сегодняшнее лидирующее место по всем направлениям своей деятельности. Многих сотрудников приходилось увольнять, к сожалению, и минимизировали такие, так скажем, не очень приятные моменты, как в плане коррупции, так в плане взятки. Смотрите во второй части нашего выпуска. В данный момент по Вупингу Ставрополь подает связь. Бесперебойное голубое топливо в каждый дом. Газопровод Ставрополь-Грозный будет вновь введен в эксплуатацию. Начинать из ничего и за 1-2 года достичь вот таких успехов. Экологи отмечают свой профессиональный праздник.
Бесперебойное газоснабжение практически всей столицы. Руководство Чечен-Газпрома поставило перед собой приоритетную задачу восстановить газопровод Ставрополь-Грозный. Напомню, что данная ветка ранее уже работала, однако из-за своего износа была закрыта на время реконструкции. Теперь же новый газопровод позволит бесперебойно поставлять голубое топливо даже в случае ремонта ныне функционирующей ветки. Все подробности в сюжете Хамзата Батукаева. Арена-3. Источник ионизирующего излучения. Непосредственно служит для контроля качества сварки радиационным способом. Обычно еще говорят радиографический контроль. Работа дефектоскописта опасна. Аппарат, проверяющий прочность сварочных швов, излучает радиоактивное излучение. Это почти рентген. Те же снимки, на которых полные данные о стыке труб. Чтобы не получить облучение, нужно отойти минимум на 30 метров. Работа дефектоскопистов затаилась где-то посередине между раскопкой старой трубы, ее тщательной очистки, изолировании и повторном погружении. Трубопроводу ровно 50 лет, капремонт назрел уже лет 20 как. Сам технологический процесс, хоть и прост по своей сути, на практике весьма многогранен. Разберемся по порядку. Вот экскаватор откапывает трубу, в день в среднем по 500 метров. Учитывая, что сейчас рабочие заняты капремонтом 27-километрового участка, работы у экскаваторщика впереди еще много. Это длинная ветка, по которой в дома к нам приходит голубое топливо, сварщиками разрежется на части ровно так, как 50 лет назад она сваривалась. Теперь дело за специалистами. Мы будем вытаскивать трубу, ложить на бровку, снимать изоляцию старую, проверять состояние трубы, тело трубы и менять поврежденные участки газопровода и заново изолировать и ложить в траншею. Каждый стык трубы газопровода имеет свой номер. Длина всего маршрута 76 километров от села Братское до самой столицы республики. Если на поверхности трубы после ее тройной очистки специальным комбайном обнаружат коррозию, часть этой трубы заменят. Так и движутся друг за другом. В прошлом году был заменен участок 20 километров. В данный момент, куда мы уезжали и смотрели на месте, где ведется капитальный ремонт газопровода, вот в этом месте будет меняться участок от 394 до 400, ремонтируется, капитальный ремонт, до 416, то есть капремонт. Эта часть работы заключительная. После того, как комбайн заизолирует трубу, ее аккуратно уложат в траншею, которую заботливо обработает тракторист. Заботливо, чтобы часом не повредить трубу, уровень давления в которой будет более 50 атмосфер. Для примера, давление в шинах у грузовика не более 7 атмосфер. Потому в радиусе 150 метров от места, где располагается труба, любые строения запрещены. С первой военной кампании газопровод на рабочих мощностях не работал. Газ в республику поступал по соседней резервной ветке. Случись с ней ЧП, полреспублики осталось бы без газа. После капремонта газопровод Ставрополь-Грозный будет обеспечивать газом 40% республики, а Грозный и вовсе на все 70%. Капитальным ремонтом газопровода Ставрополь-Грозный занимается генподрядная организация «Газстрой Интернешнл». Финансирование капитального ремонта осуществляет ОАО «Чечен-Газпром». 76 километров трубы можно без натяжки назвать газопроводом республиканского значения. По словам строителей, ремонтные работы окончатся к началу отопительного сезона. Хамзат Батукаев, Магомед Сулейманов, Ваха Кантаев. Новости. И еще о восстановлении. Президентская программа развития горных районов республики набирает обороты. В частности, в селении Николи, которое, пожалуй, в числе наиболее отдаленных, идет строительство новой мечети, школы и фельдшерско-акушерского пункта. Более того, здесь заканчивается подводка газопровода, которого ранее никогда и не было. Обо всем этом в сюжете Имрана Бажаева. Пейзаж вокруг села Николи чарует. Летом здесь все утопает в зелени, а зимой белым-бело. Реки, горы. Местность без преувеличения шикарная. Здесь в этом населенном пункте находится одна из старинных мечетей республики. Как ни странно, постройка деревянная, хотя мы сами ожидали строения из камня, что более подходит к архитектурному стилю вайнахов. Но, как оказалось, она построена вручную без применения железных гвоздей и вообще металлических изделий. Ничего, конечно, сверхреального в этом строении нет. Просто сам факт, что мечети больше 200 лет, делает ее историческим памятником и национальной гордостью. هون ملك شينا دوتي عشي وري وني قيد نو سيت عسانسا ملك شينا دو علا
هون دلهم ما شديد حال سو هون بالهم ما تعويلير محمود بوش جمسع إدريس وقت جورا شو ماشي هندوت شو سونك أسخاتير ديلا محمود ميوت خينا دتي وين قالر ماجك ألشي سو إذا دو خينر دونا شاجي مرشة شيء بيش نجحق إيو إسزامنا خيل در إذا إيو قل دال يو تو ديش دك دوشين على رسو. ده حديث رح هون شبع شو سوغير خانيو.